Власти России поздравили активистку и правозащитницу Раджану Дугар-де-Понте, президента Лиги свободных наций, сопредседательницу демократического бурятского движения с 8 марта, возбудив против нее уголовное дело. Это стало еще одним примером того, как политически активных женщин из национальных республик преследуют за их гражданскую позицию. Вот как прокомментировала сама Раджана Дугарова эту новость. «Я узнала об уголовном деле сегодня утром. Ссылку на новость прислал подписчик из Бурятии. Уголовное дело заведено по статье 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Также упоминается о членстве в террористической организации. Не сказать, чтобы я была сильно удивлена. Против меня сначала возбудили административное дело в прошлом году. Уголовное дело – это просто следующая ступень эскалации. Режим запустил маховик преследований, так сказать. Я не считаю нынешнюю российскую власть легитимной. Следовательно, и штампуемые ею уголовные дела против всех, кто осуждает преступления России, не настоящие. Это белый шум. Нацистская Германия тоже объявляла преступниками немецких антифашистов-эмигрантов. Где сейчас эти прокуроры-нацисты? Вы верно заметили разницу между уголовными делами, заведенными на деятелей национальных движений, и плашки иноагентов, которыми так гордятся хорошие русские. Российская власть чует, где таится ее гибель. Далеко не в карманной, прикормленной органами имперской московской оппозиции, а в растущих национальных движениях, в стремлении к свободе, которое охватывает наши народы как пожар, и они ничего не могут с этим сделать. Есть крылатая фраза, которую приписывают Махатме Ганди. Сначала они нас не замечают, потом они смеются над нами, потом они с нами борются, а потом мы побеждаем. Я думаю, сейчас мы подошли к предпоследнему этапу борьбы, и впереди нас всех ждет только победа. История Раджаны Дугаровой далеко не единственный случай. Женщин из национальных республик, на которых заводились уголовные дела, много. Пока в России чиновники поздравляют женщин с милым праздником, другие женщины, смелые, независимые, говорящие правду и борющиеся за права своих народов, получают от государства совсем иные подарки. Уголовные дела, репрессии, заключения. Такой вот женский праздник по-российски –